Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами Петр Цепанин. Как видите, мы находимся в ресторане Red and Green. И к нам сегодня в гости пришла Алла Бузмакова, актриса Государственного академического русского драматического театра имени Александра Сергеевича Пушкина, заслуженная артистка нашей замечательной республики. Алла, здравствуйте. Здравствуйте. Да, спасибо, что приняли наше приглашение принять участие в нашей передаче. И учитывая то, что у нас кулинарный концепт, мы его называем кулинарное ток-шоу. С чем вы к нам сегодня пожаловались? Что будете готовить? Я буду готовить камамбер. Это сыр? Сыр, да, так. с белой плесенью. И салат, овощной салат с беконом будет. Чуть было не сказал, санкционочка. Почти. Да, хорошо. Я так думаю, это все быстро. Вы вообще как с готовкой? На вы, на ты? Любите? Я люблю, но на это времени бывает не хватает, вот что. Потому что ритм жизни достаточно. Хорошо. То, что вы сейчас собираетесь приготовить, это, ну, то есть, скорее всего, вы его уже давно готовите, это привычное блюдо. Да. Когда вы его обычно готовите? Ну, жареный камамбер я люблю для гостей, когда забегают вдруг. На огонечек у нас есть. То есть это быстро получается? Это быстрое блюдо, собственно. И салат тоже довольно быстрое блюдо. Если есть бекон, то вообще великолепно. Так можно просто с овощами. Хорошо, да. Ну, давайте тогда потихоньку начинать. И первый же вопрос такой. Да, вы начинайте, а я вам вопросы буду задавать, вы будете рассказывать. Да. Вы одна из самых ярких, узнаваемых актрис. Спасибо. Да, мы это знаем. Все зрители об этом знают, нашего русского театра, да. Как вы дошли до жизни такой? О, путь мой начался года в 4, наверное. Ну, мне кажется, эту историю я вообще всем всегда рассказывала. Поставили стульчик? Нет, все было не так. Новый год? Нет? Я живу недалеко от театра, собственно, от самого здания театра. Вот. И летом приезжали на гастроли цирк, наш театр. Мне 4 года. И в цирке выступали? Я не выступала. Нет, я имею в виду, в театре выступали. Да, и я пришла туда посмотреть с родителями, мне очень понравилось. Вот. И уже дома, сидячи, родители мои с моим старшим братом стоят на балконе, рассматривают, а у нас весь проспект перед глазами, красота. Вот. А я собираюсь в комнате. Мне 4 года. Я надеваю лучшую кофточку, беру сумочку любимую и говорю, я пошла в театр. Ну, все говорят, ну, конечно, иди. Все же думают, что я играю. Иди, ребенок. Возвращаются с балкона, а ребенка-то нет. Так. Вот, а ребенок спускается вниз с 8-го этажа в лучшей кофточке, с любимой сумочкой. Вот, и родители в панике, где ребенок. Ну, на лифте я не могла уехать, потому что до кнопки лифта не дотягивалась. Вот, родители уехали на лифте вниз, а мой старший брат побежал по лестнице. И мама говорит, я только слышу, как на первом этаже крик такой на весь дом. И мне мама разрешила уйти в театр. Вот, собственно, видимо, с того момента мои ноги меня понесли в театр. И так пришла. Сами того не зная? Да. Да, и? Ну, собственно, мой старший брат поступил на режиссерский, поэтому, а я очень много танцевала с ансамблем «Сюрприз», и очень много ездили мы, и на съемки ездили, на конкурсы. Я знаю. Вот. И Мозаика, «Сюрприз», ну это же были все наши, это вот. Да. И мы, собственно, частенько бывали в Москве, и я была, конечно, у своего брата, а он учился на режиссуру. Я все его сессии видела, как он готовится, что он делает, какие там этюды. Ну, то есть уже как бы вникали? Ну, не то чтобы я вникала, но впитывала, да. Мне нравилось быть в этой атмосфере, тем более, что в танцевальной атмосфере тоже мне нравилось быть, да. То есть все время концерты, публичность там, и так далее, и так далее. И я уже к 8 классу четко решила, что а кем я буду? А что я умею? А ничего я не умею, я хочу быть актрисой. Актрисой, и все. Да.
Да. Ну, то есть да. это родителям не надо было ломать голову, куда же вас отдать, куда-то поступать и все прочее. Меня даже не отговаривали, потому что родители сами, хотя очень такие земные профессии, мама врач, папа инженер, хотя у мамы тоже инженерское образование, инженерное. Вот. Но они меня даже не стали отговаривать, потому что сами были очень творческими людьми. Папа читал стихи, несмотря на то, что он там из маленькой деревни под Казахстаном. И он очень любил стихи, любит. Вот они, Есенина у них там стоит в библиотеке, очень много книг. Вот, а мама всегда в школьном театральном как говорят, кружке. Интеллигенция. Ну, да. А дед мой художник. Ну... Вот, поэтому, ну, вот мы с братом получились такие творческие. Творческие, оба. Да. Так, и куда вы поступили? Что? Как? Я поступила в филиал школы студии МХАТ. Здесь был второй набор. И туда, собственно, и поступила. Угу. Сложно было? Сложно. Ну, у нас было не 100 человек, но было, что-то мы 90, считали, да? 23,5 человека на одно место. Это много. Да. Это очень много. Да. Нас набрали 10 человек изначально. Была маленькая группа, но потом уже были в течение учебы доборы были. Да. Можно, Петр, тарелочку? Вот это. Уже салат рассыпали? Да, конечно. Хорошо. И нам надо включить плиту, чтобы поджарить бекон. Так, ну, сильно, видимо, не надо, да? Да, его надо только прихватить. Итак, отучились. Учились. Сложно было учиться? Да. Учиться было сложно, потому что, ну... Вообще, сразу такой вопрос. При вас кого-нибудь отчисляли за неуспеваемость, за, может быть, талантов не хватает, или, не знаю, за что-то? Конечно. Бывало такое, Конечно. да? Ух ты. Да. В итоге курс-то был где-то 2... Либо кто-то уже на первом курсе понял, оказывается, я не актер ни разу, я пошел. Такое было, да. Нас изначально было 24 человека, а дошли мы 16 человек до диплома. Чуть больше половины получается, да? Да. Ну-ну-ну. Да. Учиться нелегко, это не то, что вышел, сказал пару слов и все. Ну да, ну то есть, потому что же всегда говорят же, да, допустим, философия, ну какие-то такие науки, формулы выучил, знаешь, все. Да. Творческий вопрос не яму копать. Вдруг там, да, не смог спеть, не смог там станцевать, не смог там что-то показать по Станиславскому. Ой-ой. Что? Нет. Да-да-да, мы просто убираем, чтобы не горело. Ага, все. Угу. Это можно писать тогда, да? Да. Это надо, во-первых, понимать, что от тебя хотят, какие задачи ставят перед тобой. Даже вот элементарно, да, на первом курсе тебе же не дают разговаривать, собственно. Ты научись сначала действовать. Вот. Помыть кружку. Воображаемую кружку. В смысле это, то есть показать, да? Чтобы человек понял. Так как сейчас вот крокодила играть. Ну, типа того, да? Да. Ничего себе. Вот. И, это же, знаете ли, это же все тонкости надо. Какого объема эта кружка, да? Ну, чтобы насколько она грязная внутри. Да, чтобы и не терять при этом, да. А вдруг она выскальзывает, эта кружка, и так далее, и так далее. Вот таких этюдов... Воображаемая импровизационная игра. Обязательно. То есть показывать. Какие-то такие задания, да? Да. Наблюдение за людьми, наблюдение за животными. Все это мы должны до тонкостей передавать. То есть преподаватель сидит и говорит, не верю, и все. Конечно. Знаете, сколько таких этюдов было зарублено? Казалось, ты самый гениальный, сейчас классно придумал такой. Вышел, показал, мастер говорит, иди думай. Да, дальше. Да, еще. Другая интерпретация хочу. А, кстати, такое бывает, что на одну тему еще. Можно вилочку? Вилочку, пожалуйста. Благодарю. И? Нам повезло, нас весь курс сразу же взяли в театр. Мы были вторым выпуском филиала школы-студии. Вот, первый выпуск уже трудился, они уже были для нас знаменитостями. Мы бегали, смотрели на все их спектакли, как они работают. Ну, то есть это как повезло, либо это просто такой спрос был, или как? Потому что же всегда считается, что вчерашний выпускник, для того, чтобы найти работу, это, как бы... мы были, конечно, целевым курсом. Вы целевые, вы крутые. Да, то есть нас специально готовили для того, чтобы мы
работали в этом театре. Но была вероятность, что кого-то из нас не возьмут. Ну да, просто Нас непригодность. взяли. Ну, или не подходим. Такое же тоже может быть. Режиссер тебя не видит. Или типа смотрят и говорят, таких ролей нет. Да, да. А, кстати, тоже может быть? Конечно, конечно. так Или у что- нас достаточно таких актеров вот с такой вот, харизмой, с таким амплуа. Амплуа, да. Да, Ну потому что же конечно. тоже же, что бы ни говорили, внешность тоже важна. И это тоже, и внутренние составляющие. Ага, ну то Всё есть кого важно. ты можешь играть, да? Да. Может быть злодея, может все время весельчака, может клоун, может все такие всевозможные амплуа. Да. А есть же актеры, которые могут перевоплотиться в все что угодно играть. Есть универсальные. Универсальные. Да. Ага. А есть актеры, которые всю жизнь играли злодеев, никого больше? Ну, это значит плохие режиссеры. А, вот так, да? Да. Почему? Потому что, ну, все равно актер-то надо раскрывать, с другой стороны смотреть. Итак, вы стали актрисой. Да. Когда это произошло? Мы получили дипломы в 2000 году и сразу же были зачислены в труппу. Я вам больше скажу. Сразу же я попросилась в свой родной институт, тогда это был филиал школы-студии МХАТ, преподавать сценическую речь. И мне было неважно, на какой основе меня возьмут, мне и деньги не нужны были. Мне просто очень хотелось работать с ребятами и передать тот опыт, который я уже имею. Ну, то есть, почему именно это направление? Я в этом очень хорошо разбиралась. Мне очень нравилась сценическая речь. Ну, педагог меня поддержал в этом, Галина Ивановна Новоселова, наш мастер. А что включает в себя? Ну, то есть это правильная дикция, что вообще это? Вроде как бы все говорят, но часто бывает, что жалуются на актера, говорят, ну, этот актер говорит, ни разу не слышно, что он говорит. Не, ну это же так. Этим страдают обычно киношные актеры. Да. Потому что площадки-то разные. На сцене нужно существовать так, чтобы тебя было и видно, и слышно с последнего ряда. А на киноплощадке это все очень жесты, микродвижения. Ты должен быть максимально естественен. Вот, поэтому, конечно, актеров в кино может быть не слышно и не видно на большой сцене. Ну да, но с другой стороны, актеры, они же озвучивают иногда потом, ну то есть могут... Да, дубляжом мы озвучку, тоже занимаемся. Дубляж, там, да. Да. А в театре, ну, сыграл все. Да, но это... Как мы говорим, прямой эфир. Конечно, и Да. это искусство здесь и сейчас. Да. Его не перепишешь, не переделаешь. Ну, вот да, как да. сыграл, так и сыграл. Поэтому каждый спектакль каждый раз по-разному. Конечно. Может быть, Да. пойти. Да. Вдруг речь там забыл, или другими словами Да. выразился. Да. Хорошо, тогда такой вопрос. Наверняка у каждого актера есть какая-то роль, мечта. Ну, все же мечтают сыграть, ну, допустим, Отелло. Там, да, я не знаю, кого там. Есть? Есть, да? Всю жизнь мечта, допустим, да, кого-то сыграть. Там, Ну, да. с ходом жизни Джульетту. мечта меняется. Одно дело, ты там только выпустился и хочешь сыграть Джульетту. Ну, это понятно, мечта Да, потому что каждой молодая, девочки. Да. пока молодая, скажем Да, так. да. Это, кстати, Да. возраст пройдет, Потом уже все. уже даже определенный опыт играет роль в желаниях, потому что Джульетту все равно ты должен без такого большого жизненного багажа играть. Иначе ты уже все равно на сцене будешь опытным человеком, пораженная, так сказать, жизнью. Пораженная Джульетта. Да, зачем это надо? Ой, Даже не то сказал. если ты действительно по возрасту подходишь, внешне подходишь, но вот этот опыт, твой багаж жизненный, он мешает. Может помешать. Конечно. Либо может быть настолько гениальным актером, чтобы этот опыт как-то отбросить и выйти вообще вот такой тык-тык. Ну, может быть, наверное, и Может такое. быть, да. Ну вот, а для вас какая-нибудь такая роль, которой вы мечтали? И, да... Опять же говорю, с ходом жизни мечта меняется. Я меняется. действительно хотела когда-то Джульетту сыграть, но не случилось. А потом, вот сейчас я уже несколько лет, да, мечтаю, что я сыграю Айсидору Дункан. Да, и даже есть вероятность... Это Есенина, Да. А, чуть-чуть знаю, что-то. Есть вероятность, что напишут пьесу. Так. Специально для меня, потому что есть у меня друзья, писатели, которые говорят, давай, мы напишем, а ты Под вас. сыграешь. Да.
Ах ты, круто. Да. Тогда такой вопрос. Скорее всего, может быть, к вам и не относится, но как человек с очень большим опытом, скажем, в 2000 году, 23-й год, вы же в театре работаете, служите, говорят, кстати, Да, же, да? служу. Служите в театре. Как вообще выбирается репертуар театра? Он же меняется время от времени. Есть наверняка спектакли, которые из года в год, это вот коронка театра, либо что-то новое. Как вообще формируется? Ну, это и зрительский интерес, и веяние Рейтинги? времени. Да. Ну, то есть, не то, что даже рейтинги, они же платят Рублем. ножками своими. Приходят или Да. не приходят на Рублем, спектакль. да. Нравится или не нравится. Грубо говоря, если на этот спектакль ходят, что его менять, да? Ну, конечно, он будет... бывает, что, конечно, там морально устарел, но уже не про то. Ну, то Да, есть не современен, не читается, непонятно зрителю уже. не соответствует нынешнему времени, да? Ну, именно непонятно зрителю, что это когда-то было про какие-то там вещи. Непонятно. Хорошо, значит, тогда каждый год репертуар перелопачивается. У нас есть государственный план, мы делаем 5 спектаклей в год, мы обязаны это сделать. Да. Это я знаю, кстати. И мы должны подобрать репертуар так, чтобы он охватывал максимальное количество зрителей и максимальное количество актеров задействованных. Ну, то Чтобы есть у нас, вы... да, никто не засиживался, не застаивался, иначе же и мастерство актерское скудеет. Вот ты сидишь 5 лет, ничего не делаешь, ну, там, в массовке выходишь, и все, мастерство потихонечку уходит. А надо быть всегда в тренинге, всегда быть готовым. Ну да, это как с отработать. языками. И Если с ты языками. долго по-английски не говоришь, никуда давно не ездил, а потом приехал в Египет и ни разу не помню, как это. My name is Peter. Все. Да, да, да. да. London is the capital. Вот Да. тоже так же, да? Да, Ну собственно. то есть надо нарабатывать как механизм. Ну, то есть Обязательно, то есть не терять. даже говорят же, машина, которая стоит долго в гараже, она начинает трухлеветь, Да. ездить с трудом и все прочее. Да. Собственно, салат-то наш готов. Вау! Так, вот смотрите, у нас уже есть. И следующее, что мы делаем? Теперь мы нарезаем... Сколько у нас вообще времени остается? Ну ладно, наверное, есть. Теперь мы Нарезаем тортильяс и лепешки. да, будем делать из них чипсы. Ладно. Да, для этого нам понадобится духовка. Духовка. А вот буквально 4 декабря мы будем набирать новую студию театральную при нашем театре для того, чтобы выпускники этой студии, ну, вернее, лучшие ребята будут рекомендованы к поступлению на бюджетные места в Щукинский институт театральный. Так, то есть вы объявляете набор. Да. Итак, рекламная пауза. Да. 4 декабря в Русском театре со служебного входа будет отбор талантливых ребят, выпускников 24 года, 23 и 22 выпускников колледжей. Ребята, школьники, кто хочет поступать, они должны иметь ЕГЭ профильное по русскому языку и литературе. И вот 4 числа в 3 часа дня мы ждем вас со служебного входа с готовой программой. Басня, стихи, проза на 2-3 минуты, ну, может быть, какие-то музыкальные номера, это будет приветствоваться. Это вот актерские способности, чтобы Да, показывать? да. Ага. И будет отбор уже на бюджетные места. То есть, как в вашем случае, те ребята, которые поступят, отучатся, они будут иметь Место работы. возможность работать в театре. Да. Вот, собственно, как наш вот этот курс, который сейчас заканчивает свое обучение, они должны вернуться и будут работать уже в нашем театре. Мы все их ждем с нетерпением, волнуемся слегка. Ну вот очень многие актеры, да, я вот читал биографии, изучал, иногда какие-то там интервью слушал, да, многие говорят, что это вот мое призвание. Да, Многие. да. Многие просто немыслимые трудности переходят из года в год, поступают. Рано или поздно, чуть ли не 50-40 лет поступают, и все равно становятся актерами. Это что? Вот это внутри что-то сидит, которое сербит и говорит, ну, ты больше никто, а только вот это. Ну, это, да, большое желание. Мне повезло, я поступила с 1-го раза.
Ну, как-то мастера во мне что-то увидели такое, дали надежду. И мне повезло потом еще раз, что я стала сразу актрисой театра. И мне повезло там 10 тысяч раз, потому что у меня были такие мастера. Юрий Николаевич Козловский, Валентин Дмитриевич Антонов, Александр Иванович Кузнецов. Это, ну, великие просто актеры нашего театра. И такие мощные двигатели. Мне было действительно чему учиться. Вот Валентин Дмитриевич выходит на сцену, Антонов, а у нас был такой спектакль совместный «Соловьиная ночь», где он-то генерал, там все, а я маленькая немецкая девочка. Это место в Берлине как раз происходило. По действию. По действию. Так. И вот у нас типа очные ставки, и для меня это был такой стресс великий. Каждый раз с самим Антоновым выходить на сцену. Важно было, конечно, и правильно все сказать. Я имею в виду не переврать реплики. И чисто это все сказать. И не забыть, что я немка, собственно. И по задачам все это ответить. Но с какой благодарностью я вспоминаю все эти репетиции, наши спектакли, потому что Валентин Дмитриевич потрясающий партнер. Он Ну, и есть, учитель. если что, поможет, как-то подскажет. Да, у нас, по счастью, не случалось никогда таких моментов, чтобы я в ступор там впала, настолько испугалась своего мастера. Да. Нет. Все было хорошо, но вот ощущение, что от него веет просто добротой и поддержкой, это великое дело. Как часто говорят, дорого стоит. Конечно. Поэтому сейчас, когда молодежь приходит в театр, мне хочется передать вот именно это молодому поколению. Что, ну, иногда бывает, да, про нас думают, что вот такие мы стервочки, крутые, актрисы, которые да. заносчивые, которые чуть-чуть Да. такое, вы там еще там... Да, сначала заслужите моего внимания. Съешьте свой пуд соли, а только потом со мной, как бы наравне. Да. Но сейчас в театре именно та обстановка, та атмосфера, когда мы такой очень дружный коллектив, уже много лет. И приезжие режиссеры это отмечают и говорят: берегите, пожалуйста, это состояние, да, эту атмосферу. Ну, то есть давно-давно тогда, получается, образовался некий свой основной костяк. Конечно, мы же все выпускники школы-студии МХАТ. Даже ребята, которые бедненькие поступили в школу-студию, а потом они реорганизовались и уже выходили из Арктического государственного института культуры и искусств, собственно. Но мы все вот костяк театра. Да, у нас есть и приезжие ребята, которые тоже вливаются в нашу семью. Потихоньку. Да. Ну, то есть актер другого театра, потом говорит: я вот решил переехать в Якутск, хочу вас актером. Может даже быть так. Да. Вот так, У нас несколько примеров. Либо могут наоборот уехать. И такое было, но в основном возвращаются ребята, потому что у нас хорошо. Вот так, да? Но на самом деле такой амплитуды актерской, как ты можешь сыграть в нашем театре, ну и вообще, наверное, на периферии, невозможно достичь в центральных городах. Сразу вопрос: почему? Ну, потому что, представляете, каждый год выпускается огромное количество студентов. Плюс основной костяк в Москве, там, в Питере уже, ну, всяких заслуженных, перезаслуженных, народных и так далее, которые держат оборону. Это мое, не трогать. Попробуй-ка пробейся туда. Как можно переиграть Безрукова, да? Ну, условно. собственно, да. Хабенского. Хотя Сергей Витальевич прекрасный и менеджер, и человек отличный. Я училась в школе. Да. Да, в школе Дадамяна. Есть телефон? Если надо, достанем. Да, я просто хочу ему отправить. Спасибо большое, Сережа, за роль Саши Белого. Все. Вообще, я был в восторге. Ну, это можно в соцсетях отправить. Он очень открытый человек к этому. Ответить. Да, ответит. Петруха, спасибо. Нет, ну потому что это было что-то с чем-то. Мне так кажется. Ну и потом он очень много чего хорошего сыграл. Так он и делает много чего хорошего в театральном мире, не только в кино, а в театральном мире. Этот детский фестиваль. К своему стыду я ни на один спектакль его в Москве не сходил, хотя я много... Сходите на «Хулигана». На исповедь. Да, все, что угодно готов сходить. Да, это когда будет, будучи в Москве, мне кажется, вы впечатлите. А на Хабенского, Хабенского тоже. Если он будет играть вот «Маленького принца», это потрясающая работа, просто. С симфоническим оркестром они работают. И это просто какая-то филигранность такая. Очень тонкая работа, хотя, ну, он не юный человек, да, Хабенский. Ну, как бы в возрасте, да, он да, слушает нас. Но он так перевоплощается в этого маленького принца, настолько это все филигранно делает. Просто
не передать моего восторга. И изо дня в день надо же это делать. Ну, Из да, спектакля в спектакль. да. Это как бы каждый раз отдавать. А при себе этом он на еще руководитель большого коллектива. Я знаю. Вот. Да. Представляете, сколько ответственности на нем? Ну, у нас вообще считается, что российская, русская, советская, не будем так говорить, обобщая, школа очень сильная. Театр Сильная. вообще, вообще вот, Да. если мировые взять стандарты, то мы вообще крутые. Вообще крутые. У нас учатся они. Да. Зарубежные школы. Почему? А потому что Станиславский был крутой человек. Все-таки Система Станиславского, конечно. Весь Голливуд на Станиславском. Весь, почти. Абсолютно, да. И больше того, они потом школу себе начинают, я не знаю, осваивать, что ли. И свои школы открывать именно по системе Станиславского. Да, потому что придумать уже новое что-то невозможно. Или как? Ну, она настолько точная, настолько про нас, про актеров, настолько подробная. Грубо говоря, чувак один раз придумал, и все. Да. Он запатентовал, он получает до сих пор гонорар? Нет. Наверняка, может быть, его как бизнесмен все время такие вопросы. Вы получаете до сих пор дивиденды? Ну, наверное, я не спрашивала. Так, сейчас следующий этап. Что у нас? Это опять сковородочка. камамбер на сухой сковородке. На сухой сковородке. С двух сторон. Так, мы сейчас жарим камамбер и передадим вам все это. Мы позовем вас, Семен, спасибо. Семен сегодня занятый, поэтому мы пока вдвоем. Да. Так, это сыр. Сыр, камамбер с белой плесенью, благородной. Плесенью, да? У меня есть анекдот про сыр дорблю, но не буду его рассказывать в эфире, потом расскажу. Хорошо. У нас нету сыра дорблю, есть хлеб дорблю и колбаса дорблю. Да. Итак, а как долго это надо делать? Для того, чтобы только до состояния, чтобы прихватилась корочка с одной и с другой стороны, а потом мы отправляем. Уже, видите, вот что-то началось. Да. Надо, видимо, внимательно следить, чтобы раз-раз и в дамке. Да. Итак, про репертуар. Что у вас нового? Я слышал, что-то вы готовите. Да, у нас будет большая премьера буквально 1 числа, 1 декабря. Премьера. Нормально? Да, нормально все. Спектакль, как Миша Бальзаминов «За счастьем ходил». Ну, собственно, «Женитьба Бальзаминова». То есть переиначили название просто? Нет, собственно, пьеса так звучит, название вот пьесы. Да. Вот так, да? Да. Хорошо. Вот это не знал, что не знал. Так. Бывает такое, ничего страшного. Вот и... И вы там играете? Да. Так. Как думаете, кого? Не знаю. Бальзаминова? Нет. Я что, так плохо выгляжу? Нет, вдруг там Нет, у нас, конечно, новый образ. Конечно, там все будет по-другому, не так, как привыкли видеть в фильме, абсолютно. Вот, но... Сказал бы, запашок пошел. Так это же... Да, камамбер. Можно выключать. Это мы выключаем. Зовем Семена. Да. Семен, пожалуйста. Спасайте нас, Семен. Спасайте нас. А чипсы отдаем? Да, это... Да. Их надо подрумянить, это довести. Хорошо. Спасибо. Довести. Спасибо, Семен. А мы продолжаем... По поводу премьеры. Да. Итак. Вы не угадали, не Бальзаминов, я совсем. Я прикалывался, что вы. Да. Я буду играть сваху. Ага. Это такой действительно ключевой персонаж, который двигает вообще все действие. И режиссер мне говорит... Стала быть, главная роль. Одна из. Да. Так. Сразу после Бальзаминова. Бальзаминов, потом вы? Да. И режиссер ждет от меня, что я буду такой прям заводной чертенок, который все это закрутит, завертит. Демон. И не без этого, конечно, в соответствующем... Чертовшинкой, да? Да, в соответствующем костюме и все дела. Поэтому зрителям, конечно, надо настраиваться, что это будет совсем другая вещь, абсолютно не похожая на фильм. Как долго ставится спектакль? Вообще должно быть примерно по стандарту от 2 месяцев до 1,5. То есть вы должны за это время успевать, да? Да, в зависимости от сложности материала, количества людей и так далее. Да, потому что же что-то может быть потребоваться, декорации и все прочее, что-то, костюмы, пошивка. А и актеры эти 1,5 месяца все время репетируют, учат роли.
Но при этом мы еще Как играем вообще происходит? Вот расскажите. свой Хорошо. репертуар. Режиссер, сценарист придумал, поставил, бумаги написал. Режиссер говорит, братан, давай вот это поставим. Он говорит, о, круто, давай. И... Нет, у нас не так. Так. Режиссер думает, что бы мне такого поставить Ну, интересного? хорошо. Такой, о, Ведь- Островский. А Так. что же есть у Островского такого интересного, чтобы меня задело, да? Что, о чем мне поделиться с публикой, да? Какой Потому что, мыслью? типа, я кого-то поставил, ты этого поставил, вот Да, это да. поставил, а вот это еще пока нет. Так. Да, о чем я еще хочу? Ну, у режиссера должно гореть внутри вот желание поделиться этой информацией, своим видением и так далее. Своей интерпретации. Да, да. Возможно. Иначе, если он не горит, то ничего не получится. Так. Вот. Но все-таки главный это режиссер же. Ну, на первом этапе, естественно. Да, так, дальше. Вот. Потом ведутся переговоры там, с дирекцией театра, с художественным руководителем театра и так далее. Хотите, не хотите, вот хотим. Раскладывается ли это на труппу? Есть ли у вас бальзаминов в принципе? Ну то есть из актерского состава Конечно. вообще... Так, дальше. Да. Это своего рода кастинг, да, уже какой-то такой, ну, начальный этап, получается. Ну, да, да. Так. Если все сошлось, пожали руки, начинается работа. Предварительно эскизы, техсоветы по музыке, по звуку, по свету, по декорациям, по костюмам. Все это предварительная работа. То есть театр может ли все это осуществить? В какую сумму все это выливается? Имеющегося состава всего. Да. Так, Да, дальше. из своих возможностей. Вот. А потом режиссер начинает работу уже непосредственно с коллективом, который будет занят в этом спектакле. Это сначала застольный период, то есть мы просто за столом сидим и читаем, понимаем, кто кому, как и почему относится, какие связи родственные или неродственные там между персонажами. Вот. Потом мы выходим на сцену уже, начинаем потихонечку ходить, Да, ходить. вырисовываются как действовать. мизансцены, да, физическое отношение друг к другу уже. Ну, собственно, а потом начинаются прогоны, генеральные, сдача и вот выход на премьеру, на зрителей. И это должно уложиться вот от сих до сих 1,5 месяца. Ну, примерно, да. 1,5-2 месяца. Да. Потому что же есть понятие же театральный сезон, он, как правило, осенью начинается, весной заканчивается. Лето кто-то уходит в отпуска, а кто-то продолжает репетировать, или как вообще? Нет, актерская труппа всегда уходит в отпуск. У нас у всех одинаковое число ухода в отпуск. Ну, у актерской труппы. ну, то есть вы зимой, а можно мне в декабре никак? Нет. Так, ладно. Нет. Хорошо. Как учителя, короче. Да. Да, ну, то Но есть- с другой стороны, классно же. У нас Ну, каждое лето Каждое лето, да. обязательно отпуск. На свободу. На долгую. 3 месяца идите и кушайте, где хотите. 2. 2. Так. Ну, собственно, вот, да, премьера, все прекрасно. За сезон мы успеваем поставить вот 5 спектаклей. 5 спектаклей обязаны. Да. И да. еще из того, что вы уже знаете. А во время сезона наверняка же все равно есть репетиции, или говорят, первый спектакль поставили, говорят, что-то мне все-таки вот тут что-то поменять, там как-то, может быть, Ну, отыграть. если режиссер здешний, он на стационаре, то, конечно, он шлифует на каждой репетиции. Если мы не играли спектакль месяц, то обязательно мы должны его повторить, прогнать и так далее. Если там есть пришлые актеры, ну, допустим, там студенты заняты, или из другого театра актеры заняты в нашем спектакле, то нам, конечно, нужно соединиться, прогнать этот спектакль, чтобы все вышло ровненько. Да, и режиссер, несомненно, шлифует что-то. Даже если приезжий режиссер, то художественный руководитель или главный режиссер обязательно присутствует на репетиции, чтобы понимать, туда ли вообще идет процесс. Вы знаете, я понимаю, насколько ваша жизнь ответственна, ну, то есть, как вы себя ведете по жизни. Вы же не имеете права болеть. Это закладывается еще в институте. Да. Ты не пришел в театр только потому, что ты умер. Да. Да. Или машина сбила по дороге. Ну, Всё. вот, да. Ну, да. Всё. Ну, то есть, как в таких случаях? Ну, всё равно. Ну да, болеешь, не болеешь, все равно. Хотя мы всем коллективом, зачем ты пришел? Ну поболей, отдохни, Тем- ну ничего страшного. А все равно в нас воспитывают изначально, что ты не пришел в театр только потому, что ты На умер. адреналине жестком пришел. Так вот, буквально, спектакли. А так, и тем временем, Семен, спасибо. Красота. Ох, уплыл.
Хорошо. Ничего. Ладно, давайте будем Вторую пытаться тарелку. подавать это дело. Да. Собственно. Этот сыр у нас расплавился немножко, да? Да, А мы должны его были макать или что делать? да, мы должны были его разрезать, и он бы тогда поплыл. Пынк, да? Да. Но это первый раз я сталкиваюсь именно вот с этим камамбером. Наверное, вот Да. он такой. Ну ничего, Ну, ничего. уплывшие будем и это. Уплыл. Как сложно-то. Так. Ну, как-то вот так. И должно... Ага, еще вот так мы немножко добавляем винограда. И какие-то соусы лежат, или что это? Это мед. А, мед. А, Сыр. и вот так макать. Да. Да, И- это какая-то такая закусочка получается, да? Да. Ну, Можем уже прям, получилось вот так. А что-то я все перед собой раскладываю. Так и правильно. Я-то знаю, как это звучит во Да, рту. это что-то вот как бы так Вообще это должно легкое. отрезать. Ага. Сыр должен Б, расплавить. вытечь. И Мы должны его макнуть. Вот так. Да. потому что же и мед. Ну, да, только сыру, конечно, должно быть побольше. И виноградом да есть. Да, как-то вот так даже. А, вот так надо? Да. Ну, теперь уж раз расплавилось Мгм. все это дело. Ну, я тоже так же сделаю тогда. Так. Так. А побольше, блин. Да. Налейте побольше, чтобы было что покатать. Да. По-барски. И медом. Ну ж, что, приятного при- аппетита. Приятного нам аппетита. Вот, собственно, все, что должно было получиться. Ну и я предлагаю попробовать вот это, конечно. Класс. Я рада, Да, класс, спасибо большое. что простые, быстрые блюда, но А вроде как и Да. необычные. Напоследок такой вопрос. У вас же и как бы это сложно, наверное, это такой вопрос задавать. Банальный. Актриса театра и кино. Это же вообще две разные вещи. Хотя Да. вроде как бы одинаково нужно лица есть. У вас же и отношения есть с кино были. Да. Как? Да. Ну, с кино я, конечно, так, постольку-поскольку. Я больше именно театральная актриса, я больше веду практику по речи, это мастер-классы бесконечное количество. Сотрудничаю с разными школами, я имею в виду там ораторского искусства и так далее, Федеральная школа радио и так далее. Вот. Поэтому, ну да, в кино я тоже снималась, и мне Сами хотели бы приглашали? приглашают, да, да. Как-то не случалось так. У меня просто такой ритм жизни, что у меня не случается Выделить достаточно времени для этого действия? для того, чтобы попроситься в кино, что возьмите, пожалуйста, вот я там кастинг у вас пройду и так далее, и так далее. Когда режиссер звонит и говорит, что у меня вот есть такая роль, ты вижу- можешь вот тогда-то и тогда-то. Вижу вас, да. Да. Если у нас совпадает, то да. Слава богу, да? Да. Ну, то есть вы не отказываете? Нет. Ага. И такой еще дурацкий вопрос, потому что как человек, который сыграл уже в 4 фильмах, это я про себя, может ли стать актером, артистом человек, который без спецобразования? Конечно, может. Естественно, может. Но Но- для актеров многие актеры говорят, нет, говорят, ну это же не артист, не актер. Ну, во-первых, Хотя опытов много. И случаев много. важно желание, Так. первое. Важна природа, Харизма? да, и это тоже. Но все равно вот подмечать тонкости какие-то, уметь воспроизводить эти вещи, да, что ты, ну, допустим, европейская школа нам говорит о том, что нужно работать мышцами. То есть ты когда плачешь, ты подходишь к зеркалу и смотришь, так, ага, какие мышцы тут задергались-то в этот момент, да? Повторяешь механически, и потом уже приходит состояние. Вот это тоже важная вещь. Я не отрицаю абсолютно европейскую школу. Станиславский говорит наоборот, что от
твоих ощущений, Души. То да, есть, мышцы начинают действовать. да, почувствуй, и тело само подскажет, как надо делать. Да, Вот так он говорит. да, То есть другой подход. да, да. И это тоже верный подход, и действительно ты частенько им пользуешься. Ну, мы этой школы выпускники, поэтому, конечно, мы этим методом. Но если, вдруг вот такое случается, что не идет, не получается, то идешь через Тогда механику. механически, Да. европейскую школу. Да, да. И поэтому, конечно, и простой человек абсолютно, у которого есть все равно подвижки в эту сторону, какое-то направление. Ну, просто человек, который, вдруг там стоял столбом, Да, и вдруг там на Да, остановке вот ты стоял, будешь сказали, да, иди-ка сниматься. сюда, ты, а конечно, он нет. и боится камеры, и боится общества, и слово сказать погромче не может. Там, и всё Боится, такое. Боится ступор. всего. Да. Да. А если хочет? А Да, если хочет, тут, конечно, надо бы все равно хотя бы минимальные какие-то курсы пройти. Я не знаю, кстати, в Якутске есть ли такие. Курс актерского мастерства? Да. Короткие. Да. На месяц. Ну, да, но тогда надо заниматься. Типа 7 уроков взял и пошел в актеры, да? Ну, типа того, да. Ну, чуть ли не так, да. Вы меня обнадежили, конечно, спасибо. Потому что я всю жизнь хотел быть актером, и сейчас же модно говорить, там, отправь визуализацию в космос, и рано или поздно космос ответит тебе своим этим. Ну, что-то вот такое произошло в моей жизни, я не знаю, но это что-то. Это баловство, конечно, да, но тем не менее. Ну, значит, что-то есть. Значит, быть. режиссера видят, и им И хватает. да, и такого. зовут. Да, Да, да. ну здорово. Итак, мы потихоньку нам подсказывают, что наше время истекает. Алла, спасибо большое, интересную беседу. И, пожалуйста, вот на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Мне было очень приятно быть в вашей передаче, готовить вместе с вами. Вы очень прекрасный собеседник. Спасибо. Редко, кстати, такое говорят. Да? Мне было с вами интересно и весело, что Да. немаловажно. Да, весело Хорошее было, настроение – точно. Весело это было, точно. залог хорошей жизни. А зрителям я пожелаю быть всегда удачливым. Богатые, здоровые – это все хорошо, но без удачи ничего этого не нужно тогда. Будьте удачливы. А я еще расскажу, что у нас сегодня в гостях была Алла Бузмакова, актриса Государственного академического русского драматического театра имени Александра Сергеевича Пушкина, заслуженная актриса Республики Саха-Якутия. А на этом мы, друзья, с вами потихоньку прощаемся. Будьте здоровы и кушайте, как мы. Ну, мы, как говорим, просто вкусно. Будьте здоровы, друзья.